Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема звучит так: останется ли он в вашей жизни? Подойдет для тех, кто встречается, общается, особенно недавно познакомился, либо для тех, кто, скажем так, на грани развода, расхода. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадывайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к высшим силам, спросите у высших сил, останется ли этот мужчина со мной в моей жизни. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Вы очень разные. Вы очень разные. Может быть, вы похожи внешне, по возрасту, может быть, похожи, по знаку зодиака похожи, но разные. Разные по характеру, разные по восприятию жизни, разные по темпераменту, разные. Вы посильнее его, намного посильнее. Вот поярче, я бы даже сказала, пострастней. А он, видите, такой. Вы огонек, а он светлячок, да? Только попа светится. А все остальное, на все остальное огня не хватает. Так, кто недавно познакомился, кто только недавно начал общаться, встречаться, у кого такие планы серьезные на этого мужчину, на эти отношения. Ну, я вижу пару, вот она, видите, пара. Судя по фигурке, женщина клонится к мужчине, вот, а мужчина тому и рад. Девочки, давайте так, по-честному скажу, в левой стороне выходит. И в левой стороне выходит, потому что у вас еще один претендент появится. То есть будет момент, когда у вас будет два мужчины на уме. То есть и один нравится, и другой нравится, и вы будете выбирать. Честно скажу, выбор будет очень сложный. Сложный выбор, и это треугольник, когда одна женщина и два мужчины. Нервы вам потрепают эти оба мужчины, дай Боже, вот честно. Тут и психи, тут и истерики, и ревность какая-то идиотская, и драки между ними могут быть. Прям не драки, а мордобои настоящие. И обвинять вас будут, и что только не будут делать. Боже, как дети малые, даже хуже, чем дети малые. Знаете, два бабуина, самца бабуина, которые дерутся за самочку. Вы простите за это сравнение, но мне прям так выше и показывают. Ой, не просто. Голова кругом будет идти, честное слово. Голова будет идти кругом, а вам очень будет сложно сделать выбор, потому что каждый из них по-своему хорош. За каждым есть очень серьезные перспективы. Вы девушка умная. Вы не только, скажем так, на сердце полагаетесь, но и головушка-то работает. Головушка у вас светленькая. Вот. Так и правильно, так и надо. Вижу, что будете обращаться вот к людям за советом. Будете ходить с подругами общаться, с родственниками. Кто-то из вас пойдет по гадалкам, эзотерикам. Прям дилемма. Будет это все дело тянуться где-то месяцев 6-7 месяцев. Но выбор вы сделаете. И выбор сделаете правильно. Если честно, победит больше голова, чем сердце. Голова возьмет верх над сердцем. Вы не ошибетесь. Абсолютно. Кого вы выберете, не могу сейчас сказать. Не могу. Опять же, отсыпка у нас общая. Каждая сделает свой личный, персональный выбор. И я не могу сказать.
я могу лишь сказать, что не ошибетесь. Вы выберете счастливую жизнь. Надежного человека, который будет и любить, и ценить, и, как говорится, обеспечивать. Вот, так оно и будет. Сейчас, либо вот в недавнем прошлом у вас вообще никого не было, и вы очень переживали, что никого нет, ну, нет достойного мужчины. Сейчас у вас появился этот номер один, буквально вот в ближайшие, ну, там, несколько дней, там, месяц, да, у вас появится номер два. И вот тут уже наступит время диска. На танцполе будет жарко. Да, непростые вас времена ждут. Они вас будут делить. Боже мой, как они вас будут делить? Такого не показывают в фильмах и в книгах про такое не пишут. Вот кто будет знать об этой вашей истории, ну, у всех прям волосики на голове будут шевелиться. Шевелиться. А знаете, а вам хорошо будет. Хоть и нервы потрепят, но вам будет хорошо. Смотрите, сколько вы времени были без мужика, а тут сразу двое. А вы им, как знаете, как жонглер в цирке, туда-сюда, туда-сюда. Ох, отыграетесь за всех обиженных девчонок, вот честное слово. Ну что, девочки, хороша, заслужила, высшие дают выбор, ничем не ограничивают. Вот тебе, пожалуйста, два хороших кандидата, выбирай, и вы будете выбирать. А если вы его вдруг не выберете, да, ну такая ситуация, что вы ему отставку дали, вы думаете, он пропадет из вашей жизни? Не уйдет из вашей жизни. Он либо поселится где-то рядом с вами, либо, ну не знаю, какой-то маршрут будет прокладывать, чтобы вот вас видеть. Пусть не каждый день, но хотя бы там день через день, либо там раз, ну допустим, в 3 дня. Будет любоваться со стороны. Обидится, конечно, на вас, очень обидится. Злобу не затаит, не переживайте. Вот обида у него будет. Обида и, знаете, как... Возможно, там в горячке скажет, что все, там, никогда меня не увидишь, там, исчезаю, пропадаю, там, улетаю, на Марс улетаю. Но нет, он не сможет отказать себе в удовольствии хотя бы издалека вас видеть. Вот, это будет. Так, ну, а кто его выберет, да, кто выберет именно этого мужчину, на кого вы загадали, ну что, свадьба, дети, не знаю, то ли покупка, то ли ремонт в доме, ну и бытовуха, и погнали, да, бытовуха идет. А как жить будете? Да нормально, как все жить будете. Где-то будете ругаться, где-то будете мириться. Главное, что вместе, главное, что дружно. Вот. Я же говорю, он неплохой человек, неплохой. Так, для тех, кто поругался, для тех, кто ругается, для тех, кто расстался, для тех, кто в попытках развестись, либо уже в процессе развода. Но тут мужчина как с ума сошел, честное слово. У него какое-то помутнение, наваждение, не знаю, он какой-то злобный, агрессивный в вашу сторону. Агрессирует, причем очень сильно агрессирует. Что-то случилось, что-то он вам простить не может. То ли что вы его не возвращаете, то ли что так легко согласились на развод, то ли вы его действительно чем-то обидели. Вот не показали, честно, не показали. Но при всем при том показали 2 моста. Мосты идут от него, но каким-то хитрым образом. Смотрите, 1 мост, 2 мост, а вот он стоит такой, типа отвернулся, но при этом ножкой в 4, да, мостик вот к вам подталкивает. Типа, смотри, там мост, иди ко мне, давай, да. Иди, попроси у меня прощения. Вот. Каким-то хитрым образом будет наводить с вами эти мосты, да, вступать в диалог, либо создавать такие условия, чтобы вы сами выходили с ним на разговор. Там, может забрать ваши вещи. Вы ему там пишете, там, где вещи. А он вам типа отвечает, ну вот меня там дома не будет, приходи забирай. Вы приходите, а он дома. Там ходит в халате, там прелестями своими светит. Да? Ну, вот типа такого, да, и вас начинает, значит, там цеплять. Девочки, ну такой вот он у вас. Недозрелый, что ли, какой-то. Вроде как и любит, но какая-то гордость, какое-то самомнение, эго какое-то раздутое. Если честно, не понимаю. Я не понимаю таких мужчин.
Подсылать к вам кого-то будет. Будет, значит, каких-то девок просить, чтобы они типа там играли роль его там новой любовницы и прочее, прочее. Но будет трогать вас как только может, да, провоцировать вас будет. Ему очень важно подтвердить, да, или получить подтверждение того, что вы до сих пор любите. Но я так понимаю, что он вас тоже уже так прилично достал. Как было, вы не хотите, а он не понимает, как надо, он не знает, как надо, либо он не готов, как надо. Девочки, если вы хотите, вот одно ваше слово, вы помиритесь и будете вместе. Просто одно ваше слово. Слово «да», да, либо там «согласна», «возвращайся», да, опять же. Но вы его не скажете, нет. Не скажете. Даже если очень хотите сказать, вот в последний момент, как передумаете, вы ведь тоже на него обиженная. Как легко он отворачивается от любви, как легко он отворачивается от вас, как легко, с какой легкостью из него вылетают вот эти там плохие слова. Ну, там много за ним грехов числится. Так, исчезнет ли он из вашей жизни при самом плохом сценарии? Ну, допустим, что вы тверды, как скала, а у него ничего не получается. Он исчезнет из вашей жизни на несколько периодов, месяцев и даже, может быть, лет. Но навсегда не получится. Не получится. Все равно будет к вам возвращаться. Возможно, если вы разведетесь, он пойдет в самые тяжкие там гульки, разврат, такие оргии будет посещать, не знаю, что он там себе найдет, будет утешаться как только может. Он действительно будет утешаться, ему будет больно и горько. Там, конечно, пить начнет, дебоширить. Вот. Будет искать такую женщину, как вы. Искать будет, не найдет. Не найдет от слова совсем. И плюс еще такой момент, вы ему в интимном плане как-то очень хорошо подходили. Я бы даже сказала, идеально подходили. С вами он испытывал какие-то невероятные чувства, сродни, я не знаю, наверное, этому, не знаю, можно говорить такое на ютубе или нет, всяким запрещенным препаратам, да, которые люди употребляют. Вот. Он себя чувствовал, действительно под кайфом, когда с вами был, вот постель с вами делил. Он будет искать не только ваш образ, но и этих ощущений, и не сможет найти, не сможет. Он будет возвращаться, возможно, делать попытки вас вернуть. Но, если честно, я не вижу, что вы готовы его простить. Я не вижу, что вы готовы опять войти в эту реку. Не готовы, вот честно, не готовы. Не готовы. Давайте посмотрим хороший сценарий. Допустим, вы помирились. Тяжелая работа идет. Тяжелая работа на то, чтобы вам под него подстроиться и его переформатировать, перенастроить, не знаю, подтолкнуть каким-то изменениям. Сам он не будет, 100% не будет. До него не доходит, что он делает не так. Вот абсолютно не доходит, не понимает. Вот. Придется вам много работать, придется вам очень много вкладываться в эти отношения, где-то потерпеть, где-то наоборот поднажать, где-то уговорить, где-то, может быть, даже поманипулировать, пошантажировать, там, на психике его поиграть. То есть непросто, честно, непросто будет. Но, девочки, шансы перевоспитать этого человека есть. Прекрасные шансы. Времени уйдет много, буду говорить честно. Очень много уйдет времени на то, чтобы вам его перевоспитать. Если вы прям так любите, если готовы взять на себя эту непосильную ношу, не побоюсь этого слова, тогда все получится. Получится, и через несколько лет у вас будет замечательный, хорошо воспитанный муж, и жить вы будете, поживать, но вы будете за все отвечать. То есть вы будете планировать бюджет, вы будете говорить ему, что делать, где делать, как делать. То есть без вашего, скажем так, слова он и шага не будет ступать.
То есть, если вас устраивает это все, пожалуйста, прощайте его, он с радостью вернется, и все у вас будет. Будет, да. Девочки, все в ваших руках. Вот прям все. Вы не просто так встретились. Это, видите, вот шанс по судьбе был вам встретиться. Чувства есть, чувства взаимные, притяжение взаимное. Восприятие, правда, разное, но тем не менее. Но здесь у меня нет девочки-одиночки, нету. Абсолютно нет. Здесь у меня все девочки замужние, все счастливые, все такие хозяюшки, да, хозяйки своей жизни. Ну и жизни вашего мужчины. Все, кто зашел на эту отсыпочку, все у меня очень счастливенькие. Тут-вот-фу, и я за вас безумно рада. Девчоночки, ну все в ваших руках. Выбирайте, решайте, крутите, мутите. Тут полный карт-бланш от высших сил. Как захотите, так и будет. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.